В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Исполняющий обязанности главы города Якутска Евгений Григорьев сегодня посетил с рабочим визитом территорию Тулагина-Кельдямского наслега. Из столицы республики до горнолыжного комплекса «Техтюр» теперь отправляются автобусы. В Дни якутского кино в Новосибирске состоялся показ фильма «Пугало». Айсан Николаев первым из глав субъектов страны прочитал лекцию с трансляцией в новой соцсети Clubhouse. Выступление было посвящено вопросам исторического, культурного и инфраструктурного пространственного развития столицы республики города Якутска. Глава пообщался со школьниками, студентами, общественниками, а также с пользователями приложения, которые не только задавали вопросы, но и активно делились с главой региона своими видениями долгосрочного развития столицы республики. Участники положительно оценили формат лекции и предложили Айсану Николаеву проводить обсуждение актуальных тем развития республики, в том числе с использованием данной платформы. В 2017 году мы вместе с агентством стратегических инициатив глава республики, будущий мэром города, проводил форсайт. И именно тогда заложилась основа видения. После пандемии важно синхронизироваться, не поменялись ли ориентиры, не пересмотрел ли глава свое видение. И очень символично, что мы собрались в точке кипения университета, потому что сегодня здесь будут студенты, школьники и IT-компании города Якутска. Исполняющий обязанности главы города Якутска Евгений Григорьев сегодня посетил территорию Тулагина-Кельдямского наслега. Там он осмотрел несколько котельных. К примеру, в Кельдямцах котельную построили еще в 2001 году, и на сегодняшний день она обслуживает 5 многоквартирных домов. Также Григорьев посетил котельную Капитоновки 2007 года постройки, которая обеспечивает теплом 24 дома, в том числе и Капитоновский дом-интернат. У котельной мощности хватает, но она нуждается в обновлении. Далее исполняющий обязанности главы города посетил котельную села Тулагина. В котельной Капитоновки в этом году запланированы плановые ремонтные работы, замена 2 котлов. На котельной в Кельдямцах мы рассмотрели проблемную котельную, которая стоит уже больше 20 лет без планового ремонта, и необходимо ее заменить на модульную котельную. В этом случае нам получится восстановить в 3 многоквартирных домах систему подачи горячей воды, холодной воды и, соответственно, вернуть благоустройство эти дома. То есть дома изначально были построены как благоустроены, но, к сожалению, с течением времени перестали быть таковыми. Кроме осмотра котельных, Григорьев пообщался с жителями, осмотрел санитарные и дворовые точки. В Кельдямцах из-за недобросовестной работы управляющей компании «Туймада Сервис» на санитарной точке образовалась наледь. Глыба льда появилась в результате несвоевременного вывоза жидкобытовых отходов из-за выгребных ям. Жители нескольких домов вынуждены были нанимать стороннего человека для очистки санитарной точки. Послушав мнение горожан, Григорьев принял решение менять управляющую компанию. Мы будем сейчас совещаться по тому, как помочь людям расторгнуть с ней договора. И вот сегодня есть компания, которая готова будет здесь работать. Сейчас посмотрим, какие меры поддержки мы можем оказать ей, для того, чтобы у жителей были восстановлены их права по получению жилищно-коммунальных услуг относительно управляющей компании. А вот с той компанией, которая здесь плохо работала, мы поможем гражданам в судебных спорах и будем добиваться возмещения денежных средств, которые компания не заплатила работникам, жителям Капитоновки, которые работали дворниками и прочими. Пригороды Якутска подключат к высокоскоростному интернету. Первыми доступ к оптоволокну получат уже в мае этого года жители села Марха, в том числе микрорайона Сатал. Предварительная стоимость проекта – 69 миллионов рублей. Вопрос о подключении назрел давно, а пандемия коронавируса и переход на дистанционный режим показали, насколько проблема нуждается в быстром ее решении. Ульяна Шагина подробнее.
Решением этого важного вопроса займется подрядная организация «Диапазон», соглашение о сотрудничестве с которой подписала окружная администрация столицы. Первая линия волоконно-оптической связи появится в микрорайоне Марха уже в мае этого года, а вместе с ней ждут расширения своих возможностей ученики и педагоги Мархинской школы. Как практика показала, когда мы начали обучаться на дистанционном обучении, у некоторых семей детей не было доступа к интернету. И вот мы очень обрадовались, когда в мае у нас будет доступ к высокоскоростному интернету, и все проблемы, которые сейчас выявились, решатся. По поручению исполняющего обязанности главы столицы Евгения Григорьева была разработана дорожная карта по развитию волоконной линии. Сейчас она находится на стадии утверждения. Согласно документу, развивать территорию будут как в северном, так и в южном направлении от Якутска. Работы в Мархе уже начались. Далее по северной стороне оптоволокно протянут через Капитоновку, Кангалас и Тулагина, включая район Белого озера и Хатынь-Юрякское шоссе. Это порядка 240 километров волн с охватом более 15 тысяч домохозяйств. При этом стоимость интернета обещают не завышать. Диапазон нацелен на то, чтобы цены были такие же, как в городе. Мы являемся городским округом города Якутск, и будет несправедливо, если мы будем в пригороде платить за высокоскоростной интернет больше. То есть цена будет зависеть от того, какой тариф будет? Да, от тарифного плана. Долгожданный интернет, да. В данное время у меня, например, дома нет интернета, будем ждать май месяц. У меня трое детей. 2 школьники, 1 младший. Ну вот во время дистанционки, допустим, как обучались, если у вас дома интернета нет? Ну, покупали интернет, сами и через телефон, через планшет уже заходили. Сон-Сатал, количество домохозяйств увеличивается в геометрической прогрессии. Только в зимнее время здесь проживает более 2000 человек. В основном все пользуются интернетом уходящей эпохи ADSL, скорость которой не достигает и 5 мегабит. С приходом новых информационных технологий эта цифра достигнет уже 100 мегабит в секунду. Это нынешнее время самое необходимое для, не только для работы, но и для учебы. Рядом нашим сотам тоже лежат 5 сотов, которые тоже освоили земли, но у них тоже пока оптоволокна нету. После Мархи и Сатала оптоволокно начнут прокладывать в сторону Хатас и села Пригородное. Это более 95 километров линии и порядка 3000 домов, в которых появится долгожданная связь с внешним миром. В целом строительство оптики в пригородных поселках столицы планируют завершить уже к 2022 году. Ульяна Шагина, Илья Сыромятников, Якутск, Марха. Председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко посетил родину героя Советского Союза Федора Попова. В преддверии Дня защитника Отечества он побывал с рабочей поездкой в селе Сымах Мегино-Кангаласского района, где поздравил воспитанников кадетского интерната. В этом году, в год столетия Героя Советского Союза, его родная школа также отметит вековой юбилей. Школьники и учителя рассказали о планах по проведению республиканской конференции «Вечная слава героям», военно-спортивной игры «Снежный барс» и других проектов, которые помогут сохранить память о подвиге героя Великой Отечественной войны. Премьер принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Федору Попову и посетил музей, где о жизни героя Советского Союза рассказали ученики Батаринской школы. Для меня это очень важно, потому что он защищал нашу Родину. Это вот, знаете, если нету истории в нашей республике, то не будет республики. Мы должны чтить, уважать и быть таким, как он. Потому что вот я смотрю, многие ребята из этого села уже, увидев этот поступок геройский и ознакомившись с его жизнью, его героизмом, они уже в душе все герои, они все защитники, понимаете? Поэтому вот это очень важно всегда в душе хранить и помнить. Министерство просвещения выступило с инициативой ввести льготы на семейные путевки в стране. В качестве поддержки предлагается ввести налоговые вычеты и скидки на покупку не только готовых путевок, но и билетов. При этом важно одно условие – на отдых семья должна отправиться в полном составе. Отмечается, что также предлагается включить в нацпроект по туризму кэшбэк при приобретении родителями путевки для своего ребенка в детский лагерь.
В Якутске сегодня начал курсировать автобусный маршрут до туркомплекса «Техтюр». Рейсы будут ходить от 203-го микрорайона. Маршрут включает 10 остановок. Оплата проезда стоимостью 150 рублей принимается наличными. Автобусы выезжают с 202-го микрорайона в 9, 11 и 14 часов, а возвращаются обратно в 12 часов 20 минут, 15 часов и в 19:12. Идея создания регулярных рейсов поступила в ходе сбора предложений по улучшению Якутска «Наш город. Наши идеи». Раньше я добиралась с семьей на машине, а сейчас с друзьями решили поехать. Очень удобно. Но я думаю, это очень важно, потому что, тем более сейчас, когда все уже дома сидели, и хочется выходить, а возможности нет у некоторых, это очень удобный способ на автобусе собираться. Тем более, сколько стоит проезд? 150? Раньше добирался на такси, или с друзьями, у которых есть машина. Ну, обычно весной примерно 10 раз, 10-15 раз, вот так. На такси это будет там где-то по 250 рублей, 500 рублей туда и обратно. На автобусе все равно, как сказать, дешевле будет. Якутский фильм «Пугало» продемонстрировали в Новосибирске. Кинопоказ состоялся в кинотеатре «Победа» в рамках фестиваля «Дни якутского кино». Эксперты сравнивают работу с «Зеленой милей» Стивена Кинга и восхищаются образом актрисы Валентины Романовой-Ческырой. Картина выйдет в широкий прокат 25 февраля. Напомним, на российском фестивале «Кинотавр» в прошлом году «Пугало» получила сразу 3 награды: Гран-при, лучшая женская роль и приз гильдии киноведов и кинокритиков. Помимо «Пугала», Новосибирский кинотеатр покажет картину «Царь птицы» Эдуарда Новикова, мелодраму «Первая любовь» Степана Бурнашова и драму «Надо мной солнце не садится» Любови Борисовой. Вообще мне фильм очень понравился. Я первый раз на якутском языке. Он оказался очень мелодичный, что я об этом даже не подозревала. И мне очень понравилось, что фильм очень многогранный. И он и этники, и малые народности, и социальные вопросы поднимается. В общем, я в восторге. В целом я считаю, что Давыдов довольно, мне кажется, неплохо раскрыл какой-то такой внутренний потенциал якутской культуры. И фильм больше, скорее, мне кажется, про социальную такую структуру и больше про такого маленького человека, который раскрывается в конкретной якутской культуре по-иному. Самая главная героиня присутствовала, что мы ее послушали, что мы ее услышали, что она рассказала про этот фильм. Это, конечно, усилило впечатление. Мужская сборная России по биатлону выиграла бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира в Поклюке. Победу одержала команда Норвегии, вторыми стали шведы, а на первой позиции сразу же закрепились норвежцы. На втором этапе Матвей Елисеев также продолжил держаться в группе лидеров, а стартовавший следом Александр Логинов сумел по итогам своего этапа войти в тройку сильнейших. На последнем этапе за российскую команду бежал Эдуард Латыпов. Это первая медаль сборной России на чемпионате мира в Поклюке. Мы продолжаем следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Оставайтесь на нашем телеканале. Берегите себя.